Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Международные интеллектуальные игры пройдут с 24 июня по 14 июля. Организатором игры выступает правительство республики в лице Министерства образования и науки, соорганизаторы Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова и Целевой фонд будущих поколений республики. Основу программы составят 3 международных мероприятия. Олимпиада школьников Туймада имени Алексеева по математике, физике, химии, информатике, конференция-конкурс научных проектов школьников и международная исследовательская школа. Об этом сегодня поговорим. Наш гость в студии Владимир Егоров, генеральный директор некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха». Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первые международные игры прошли в 2018 году. Изменилось ли что-то за этот период времени? Конечно, 8 лет – это такой большой период. У нас многое изменилось и в стране, и в мире. И у нас в республике, конечно, тоже. Да? И у нас, вот как вы назвали, вот 3 таких основных ключевых мероприятия, они сохранились. Самых первых игр они были. Вот, ну, добавились некоторые сопутствующие мероприятия. В частности, вот в этом году у нас появился такой вот элемент, известная такая игра «Умники и умницы». И кроме того, я бы сказал, что у нас форматы несколько изменились. Да? То есть, если первые игры они прошли в таком в очном формате и собрали очень большое количество участников из зарубежных стран, то вот вторые игры, они уже после известных таких наших событий, да, когда страна вся и мир переходил на дистанционные форматы, прошел в таком в большей части дистанционном формате. А этот год он у нас такой, можно сказать, смешанный формат. Примерно порядка 200 участников из 555 будут участвовать в дистанционном формате. Остальные будут в очном формате. Но вот у истоков проекта же стоял Жарас Алферов, который как раз-таки выступает за высокую научную планку. Сейчас удается сохранить вот этот уровень? Жарас Иванович Алферов, всеми нами уважаемый Нобелевский лауреат, он был у нас первым председателем программного комитета международных интеллектуальных игр. Вторым председателем у нас был президент Азиатской физической олимпиады профессор Леон Кчуан Квек из Сингапура. А сейчас у нас председатель программного комитета, всемирно известный российский ученый Артем Ромаевич Аганов. Известный ученый, один из самых таких высокоцитируемых в мире ученых. Он химик, значит, материаловед. И надо сказать, что вот про первые игры мы вспоминали, что вот много очень приехало зарубежных участников. И вот примерно половина участников, вернее, половина стран это представляли именно экспертные жюри. То есть те, которые вот работали с ребятами, да. И сейчас тоже у нас есть те, кто представляют разные страны и являются членами жюри. Ну, вот, например, у нас в рамках международной исследовательской школы к нам приедет и будет тьютором, то есть будет сопровождать ребят в их проектах, такой очень известный мексиканский и кандидат в космонавты, ученый, ну, кстати, выпускник МГУ, Московского государственного университета, и признавался в 2017 году человеком года, Хуан Альберто Гевара Арамильо. Он известен своими такими работами именно по робототехнике, он инженер, и он как раз-таки по этому направлению будет работать с ребятами. Вот. И также нам в этом году с нами будет очень плотно работать образовательный центр «Сириус», предоставил своих экспертов на Якутский International Science Fair. Вот. Поэтому у нас такое будет солидное такое экспертное сообщество. Очень солидное. Но все равно подбираются там все эксперты неспроста. Это как-то, да, с Олимпиадой Туймада связано, потому что науки-то точные. Нет, смотрите, у нас получается, что вот международные интеллектуальные игры, они объединяют в себе разные направления. И олимпиадное направление, и исследовательское направление. То есть вот Международная исследовательская школа – это такое сообщество, которое, в принципе, оно такое развивается, но достаточно сформированное. И Олимпиада Туймада – это тоже свое сообщество олимпиадных деятелей, да, которое тоже достаточно такое сформированное. Ну, скажем, с нами работает Александр Сергеевич Голованов из Санкт-Петербурга,
Он является таким одним из, ну, как говорят, тренеров сборной страны по математике, да. И он с нами работает уже с середины 90-х годов фактически. Вот. По физике у нас тоже представители МФТИ тоже уже не один десяток лет с нами работают. Поэтому, получается, у нас есть такое вообще международные интеллектуальные игры, вот те мероприятия, которые проходят внутри, да, они, каждый из них представляет свое сообщество, и все это вместе представляет такую экосистему, где каждый ребенок, который интересуется науками, может найти свой формат, олимпиадный, исследовательский. Поэтому, в общем, как говорится, каждый талантливый ребенок в чем-то вот, будет здесь востребован. Важно найти к нему подход. Да. Давайте поговорим, какую роль в поддержке талантливой молодежи играет целевой фонд будущих поколений. Знаете, целевой фонд будущих поколений вообще видит своей миссией работу с детьми, с молодежью, развитие их духовного, физического, творческого, интеллектуального потенциала. И поэтому для нас это такая большая честь и радость вот такие большие международные интеллектуальные игры, значит, в них участвовать, быть соорганизатором. Ну и, соответственно, понятно, что мы занимаемся финансированием вот этих мероприятий. И отрадно, что наши компании, недропользователи, которые работают на территории нашей республики, выделяют на это финансирование. Ну, я бы отметил, вот, прежде всего, компанию «Алроса», которая уже не один год с нами работает и в этом направлении активно с нами сотрудничает. Ну и также отметил бы компанию «Роснефть» в лице компании ТАСС «Урахнефтегазодобыча», который построил замечательный учебно-лабораторный корпус, хорошо оснащенный, в селе Чапаево, да, на родине нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, куда приезжают вот наши талантливые ребята на разные образовательные смены. Вот. И в этот раз как раз-таки там произойдет одно из мероприятий — Международная исследовательская школа. Вот. Ну и хотел бы отметить, что в этом году нам очень помогла компания «Полюс», которая вот тоже выделила средства вот на это мероприятие. Поэтому мы вместе со всем нашим сообществом, с государством, бизнесом и вот нашим сообществом, да, значит, делаем все для того, чтобы создать условия для наших талантливых детей. Но это получается такая самая настоящая инвестиция в будущее. Да, совершенно верно. За 8 лет прошло много всего. Есть ли ребята, которые были участниками, а теперь являются экспертами? Да, 8 лет как будто бы период большой, но если так подумать, то ребята, получается, ну, старшеклассники в то время были, это им получается вот сейчас только за 20, скажем, да? Вот, но тем не менее уже есть те, которые даже успели закончить вузы, и есть те, которые, закончив вузы, продолжают успешно вот, заниматься вот своими теми направлениями, которые они уже выбрали, даже уже в школьном возрасте. И работают, я знаю, и в таких ведущих вузах, это и Томский университет, это и Санкт-Петербургский университет, вот, другие вузы. Ну и также есть ребята, которые сейчас, будучи студентами, также вот работают с нашими ребятами, да. Вот в частности, у нас есть такая хорошая сообщество, такое образовалось именно по космическому направлению. Как вы знаете, точнее, в конце прошлого года мы запустили такой малый Чулбон? космический аппарат «Чулбон», да, уже все знают, да, и это как раз ребята, которые выросли из международных интеллектуальных игр. Это Андрей Петров, который был участником первых международных интеллектуальных игр, основатель компании «Якутские аэрокосмические системы», и Артем Мардин, который вот был участником прошлых игр, и сейчас он уже в качестве тьютера на международной исследовательской школе, ну, возглавляет, будет работать с ребятами по космическому проекту. Поэтому вот все это продолжается у нас, и сообщество наше только растет и развивается. Хорошо. А каким образом проведение международных интеллектуальных игр способствует вот, все-таки достижению цели по развитию человеческого капитала через развитие науки? Конечно, на самом деле вот сегодня в современной экономике и тогда, когда наша республика ставит перед собой цели быть лидерами не только, вот, скажем, в добывающей промышленности, но и развивать несырьевой сектор, креативную экономику, то есть тогда, когда востребованы именно таланты, творчество, инновации. Это фактически мы идем в экономику знаний, тогда, когда востребован очень вот именно такой интеллектуальный, креативный человеческий капитал.
И вот талантливые ребята, которые вот как раз-таки являются этим капиталом, да, конечно, являются вот действительно нашим будущим, от которого зависит то, как будет развиваться экономика республики, страны, ну и, конечно же, мира. Поэтому вот наши международные интеллектуальные игры, которые объединяют детей не только республики, но и множество регионов страны, других стран, да, это такое, можно сказать, международное сообщество, которое будет развивать весь мир. Поэтому мы считаем, что международные интеллектуальные игры — это как и спорт, который объединяет весь мир, так и наука должна объединять весь мир. Поэтому у нас есть и лозунг наших игр — это do science, make friendship, то есть дружи и развивай науку. А вот про международный уровень. Вы обмолвились в начале нашей беседы, что формат гибридный. Есть те, кто принимает участие в дистанционном формате, а все-таки какие страны к нам приедут? Значит, у нас конкретно приедут, получается, ребята из Китая, ребята из Пакистана, ну и вот приедут, значит, в качестве экспертов мексиканские коллеги. Вот, порядка 12 стран примут участие дистанционно. Ну и регионов тоже будет порядка 15-20 стран. Не стран, а регионов, да. Сингапур ведь принимал когда-то участие. Да, у нас была очень интересная история как раз-таки с коллегами из Сингапура, когда, значит, в 2017 году у нас была Азиатская физическая олимпиада, у нас было 22 страны, и в том числе команда из Сингапура. Вот. Ну и после этого в 2018 году они уже приехали на Олимпиаду Туймада, принимали участие. Ну, во всяком случае, они очень сильно рассчитывали там победить. Вот. Но так получилось, что наш якутский мальчик опередил их. И, соответственно, ну, их, можно сказать, по-хорошему это задело. И они приехали отыгрываться на следующую Олимпиаду Туймада. Ну и там тоже проиграли. Ну и только вот с третьего раза они смогли там победить и, собственно говоря, немножко успокоились, можно сказать. Ну, в этот раз, к сожалению, вот они участие не будут принимать. Да. Понятно. Так, игры пройдут с 24 июня до 14 июля. Пожелайте что-то участникам и тем, кто вот будет каким-то образом задействован в мероприятии. Хотел бы пожелать успешного проведения игр. Организационный комитет сделал уже, можно сказать, практически все возможное. Вчера у нас было такое заключительное, можно сказать, совещание перед началом. Хотел бы пожелать участникам интересных вообще идей, чтобы активно поучаствовали в мероприятиях, чтобы в конкурсных мероприятиях победил сильнейший, а в тех, которые у нас мероприятия не являются конкурсными, чтобы в дружбе, в сотрудничестве с остальными участниками хорошо поработали над своими проектами, представили их, ну и, конечно же, хороших новых знакомств и дальнейшего сотрудничества. Большое спасибо вам, Владимир Анатольевич, что пришли к нам сегодня. Будем ждать необычных решений, каких-то новых идей. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.